Национальный парк Ленские столбы летом этого года получил федеральный статус и перешел в ведение Минприроды России. Как изменение статуса изменило работу парка, какие нововведения произошли, какие перспективы открываются, об этом мы поговорим с директором Национального парка Аркадием Семеновым. Аркадий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как повлияло изменение статуса парка на его деятельность? Может, посетителей больше стало? Ну, как вы все знаете, сегодня мы практически завершили процедуру создания нового учреждения. На сегодняшнее время мы, в принципе, зарегистрировали во всех учреждениях, в том числе и в налоговой инспекции и других. И практически полностью на сегодняшний день мы утвердили структуру учреждения. Структура и штатное расписание у нас составляет 63 штатных единицы. И мы полностью, практически на 99% укомплектовали весь штат. Все сотрудники приняты на работу, приказы по всем подписаны, поэтому сейчас мы начинаем деятельность в полном объеме. Получается, что сотрудников парка стало больше? Если в природном парке штатная численность составляла 32 единицы, то на сегодняшний день структура утверждена 63. В два раза. В два раза. Но сейчас под названием «Ленские столбы» работает две организации, федеральная и республиканская. Вот не сложно ли в такой системе работать? Не возникает ли какая-то путаница? Да, есть небольшие трудности, но хотелось бы, конечно, обратиться к нашим жителям и гостям. На сегодняшний день это еще не завершилась реорганизация бюджетного учреждения «Природный парк Ленские столбы». Оно будет ликвидировано. Национальный парк Ленские столбы под этим названием Ленские столбы будет одна организация работать у нас. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наши жители и гости понимали в этом плане. У нас сейчас новый сайт разрабатываем. У нас новая электронная почта. Мы открыли дополнительный офис в городе Якутске. Это на сегодняшний день мы базируемся на Курушева, Крупская, 13, торговый дом «Эрель». Адреса, юридические адреса нашего парка, они не изменились. Мы зарегистрировались, как и должны были, в городе Покровский, Хангаласский улус, улица Орджоникидзе, 56. Телефон, с которыми вы можете связаться, это 31 86 19. Электронный сайт, электронная почта у нас тоже изменилась. fgbu.npls@mail.ru. Поэтому здесь надо просто понимать, что это временное явление, и на нем не надо акцентировать. Я уверен, что люди поймут, и все заявки будут присылать уже в будущем на нашу электронную почту, звонить на наши телефоны. И, конечно же, в этом мы постараемся больше уделить этому внимания и больше информации об этом распространить в средствах массовой информации. Ну, изменился статус, произошли и ряд изменений, соответственно. Вот с прошлого года в парке появились зимние туры, а в этом году что нового ожидать? Но зимние туры, если они появились не в прошлом году, первые зимние туры мы открылись еще давно, когда вот спонтанно люди приезжали на буранах. Автозимник мы впервые открыли 3 года назад, в 2016 году было. А с этого времени мы практически каждый год работу продолжаем. И в этом году мы намерены не останавливаться, потому что по итогам 2019 года в зимнем туризме парк посетило больше людей, чем в летний период. Это впервые, это анонсно, да. Зимние туры, они актуальны, люди приезжают всей семьей, с малыми детьми, поэтому здесь мы, больше чего я скажу, мы в этом году предусмотрели финансовые средства уже в рамках государственных заданий, которые нам было доведено. И те автозимники, а мы будем пробивать 2 автозимника, это подножие Ленских столбов непосредственно, и, конечно, к нашему устью-ботам, к нашему Безунарию, чтобы люди могли спокойно приехать к нам и увидеть на этих уникальных животных. Ну, вы сказали, что зимой посетителей больше, чем в летний период. А вот что предлагаете в зимний период? Что так привлекает людей? Зимние, вообще, Ленские столбы, в моем понимании, да, они каждое время года, они прекрасно по-своему. Осенью это, для меня это очень красивый период. Летом, конечно же,
очень трудно добраться, да, вот, и дороговизна, наверное, это сказывается. Да, Поэтому действительно. в зимний период, автозимник, любой житель статистически нашей республики может заправить свою машину и приехать с Якутска, тут 2,5-3 часа ехать на хорошей машине. Поэтому здесь этим, наверное, и обусловлено все. Но мы в этом году, конечно же, с этого года будем огромное внимание уделять качеству услуг. И, конечно же, призываем всех индивидуальных предпринимателей, чтобы непосредственно заключали с нами договора и работали для наших гостей, представляли всевозможные услуги, в том числе и организацию питания горячего, ну и, конечно же, катание на буранах и так далее. А как вы популяризируете свои продукты? Какая-то активная агитация в социальных сетях? Что еще это? Какие еще? Ну, на сегодняшний день мы разработали, у нас есть стратегия, у нас есть концепция развития туризма, экологического туризма на территории парка. В этом плане нам здорово помогает наше Министерство предпринимательства и Агентство развития инвестиций, совместно с которым мы на сегодняшний день определили подготовить конкретно инвестиционный проект. Согласно данного проекта, я думаю, в ближайшее время у нас будет еще больше возможностей развить наш парк и построить те объекты, которые на сегодняшний день мы видим, и они должны быть. Это, конечно же, круглогодичные домики, которые мы планировали, это непосредственно визит-центры, это какие-то развлекательные этнокультурные комплексы. Но я хочу сказать, что с повышением парка у нас мы будем работать согласно федеральному закону 33. На сегодняшний день Минприроды России готовит рекомендации для бизнесов, в каких рамках они могут зайти и работать на территории УПТ. В этом плане мы, надеюсь, будем работать очень много работать с индивидуальными предпринимателями для того, чтобы они конкретно вошли на территорию парка и в тех зонах, которые будут выделены для этого. Они, конечно же, построили соответствующую инфраструктуру и работали в сфере предоставления услуг в этом направлении. Но мне, как человеку, который любит путешествовать, вот вы сказали, что на территории парка появятся круглогодичные домики, а вот в перспективе, когда это все может появиться? Но сейчас по всей стране активно продвигается развитие экологического туризма, в том числе на территории ОПТ. Для этого федеральный центр с федерального бюджета, как я понимаю, будет выделять соответствующие средства. Надо быть к этому готовы. Буквально месяц назад проводилось совещание природы. Совещание проводил замминистра министерства Пановна Елена Васильевна. И на самом деле она конкретно сказала, что пригласила 7 национальных парков, в том числе и наш парк, потому что у нас уже практически готова была концепция, у нас практически есть стратегия развития. Для того, чтобы найти инвесторов и войти в федеральную целевую программу, необходимы эти документы. В этом плане мы, в принципе, у нас все есть, мы готовы, мы работаем в этом направлении. Я уверен, что в ближайшее время наши проекты будут финансированы. Раньше вы говорили, что намерены привлекать местное население из ближайших сел Хангаласского района в туристический бизнес. Получается это? Да, потихоньку мы, конечно, двигаемся в этом направлении. Хотелось бы... Чтобы это было активнее, да? Да, хотелось бы, конечно, побыстрее. У нас есть несколько индивидуальных предпринимателей, которые на протяжении всех 3 лет, как мы сделали автозимник, работают с нами. Это с таких наследников, как Синск, Качекац, Титары. Есть представители с Полунехтатского наследия. Но хотелось бы, конечно, чтобы это было намного больше. В этом году мы также расширим площадку под ледовый городок. Мы постараемся сделать горки, какие-то мероприятия для детей, чтобы можно было спокойно там оставить детей, чтобы дети отдохнули. Ну и, конечно же, приглашаем всех индивидуальных предпринимателей для организации горячего питания.
Ну вот мы уже говорили, что изменился статус, получается, изменилось и финансирование, оно увеличилось в 8 раз, вот с 17 до 139 миллионов рублей в год. Как вы осваиваете эти средства? Да, вот на самом деле это очень такой серьезный вопрос. Финансирование, которое нам было предусмотрено на этот год, оно огромное финансирование. Если вот даже взять тот момент, что мы на сегодняшний день до конца года должны только по госзаданию нам выделил 17 миллионов 250 тысяч рублей. 17 миллионов 250. Это только на выполнение госзадания. Перед учреждением стоит серьезная и огромная задача. Я уверен, что коллектив сейчас справится. В том числе нам выделено 44 миллиона 460. Это на покупку оснащения парка новой техникой. В принципе, мы все это подготовили, тех заданий сейчас будем заявляться. И я уверен, что в начале следующего года вся техника, все оборудование, которое мы запланировали, она к нам приедет, и мы будем уже работать на новой технике. Получается, что посетители все это почувствуют в ближайшем будущем. Да, конечно. Ну, в этом году был объявлен конкурс на логотип национального парка. Вот много ли заявок поступило? И как вообще этот логотип в перспективе будет выглядеть? Мы действительно объявляли конкурс на проведение логотипов, но, к сожалению, никто на этот конкурс не откликнулся. Почему, не знаю. Поэтому мы попросили нашего земляка Лукина Сергея Иннокентьевича, чтобы он данный логотип разработал. И на самом деле у меня сейчас есть проект от данного логотипа. Примерно он будет, наша эмблема, она будет выглядеть вот так. Ну, почему? Понятное дело, что основной, наверное, это будет, это наши непосредственно ленские столбы, это скалы. Ну и, конечно, основная составляющая это бизон. Ну, почему бизон? Я повторюсь, что на самом деле это уникальное животное, которое в 2006 году в рамках огромной работы нашего правительства вернулось на исконную нашу территорию. До сих пор находят останки бизонов, которые обитали на территории современной Якутии вместе с мамонтами. Поэтому я думаю, что бизон – это мощь, это такое мощное, здоровое животное, которое подразумевает. Ну, раньше, вот я хочу сказать, что в логотипе у нас был олень, благородный олень. Мы подняли статус, и у нас должно быть бизон. Но дело не в том, что я хотел бы, чтобы больше людей во всем мире знали, что у нас в Якутии есть такое животное бизон. Оно живет только в Канаде и у нас. Поэтому я думаю, что вот говорят же, как корабль назовешь, так он поплывет. Вот на самом деле вот, бизон, наверное, будет очень здорово смотреться и на нашем логотипе. И в будущем это будет одним из брендов нашей республики. Ну, Аркадий Анатольевич, завершим вот на такой позитивной ноте. Мы желаем успехов в вашей работе. Это была программа «Актуальное интервью» с директором национального парка «Ленские столбы» Аркадием Семеновым. Мы говорили о развитии национального парка. Не переключайтесь.